В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Дым от лесных пожаров окутал Якутск. Какая погода ожидает жителей региона? Рост уровня воды на реке Колыме прогнозируют у поселка Зырянка. Россия возобновляет авиасообщение с 3 странами. Есть ли разница между курортом заморским и местным? Якутск окутал смог от лесных пожаров в Тампонском районе и на северных территориях, которые лежат по реке Алдан. Дым в столицу приносит северный ветер. Об этом сообщил начальник якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов. Он добавил, что на сегодняшний день на территории Якутии всего 18 пожаров в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Тампонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах. В том числе на охраняемой зоне идет тушение 3 действующих пожаров на площади 140 гектаров в Горном, Усть-Алданском и Намском районах. За минувшие сутки локализовано 7 возгораний. Рост уровня воды на реке Колыме прогнозируют у поселка Зырянка с 4 августа. Об этом сообщает МЧС России по региону. Общий рост предполагается 50-90 сантиметров. Уровень воды достигнет отметки 400-450 сантиметров над нулем поста. Отметка подтопления взлетно-посадочной полосы местного аэропорта 570 сантиметров. Ливни и грозы обрушатся на юг Якутии. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Алданском и Нерюнгринском районах ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы с порывистым ветром до 9-14 метров в секунду. А о том, какая погода ожидает жителей региона на выходные, расскажет моя коллега Юлия Великодная. Юля, здравствуй, ждем подробностей. Анастасия, здравствуй. Дожди действительно обещают в Алдане и Нерюнгри, но при этом температура воздуха не опустится ниже 17 градусов. А вот жители Якутска первые дни августа порадуют приятной, комфортной погодой. Осадков не ожидается, температура будет уверенно держаться на отметке 27 градусов выше нуля. Осадков не ожидается, будет преимущественно без осадков. Ветер 3,8 метров в секунду. Ночью температура опустится до плюс 7, плюс 9 градусов. Как вы видите, в городе небольшой смог, но при этом температура действительно комфортная, тепло и дует небольшой ветерок, как раз подойдет для прогулок и выездов с семьей на природу. В Мирном также достаточно тепло, плюс 24, плюс 26 будет в выходные, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 13, ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Ну вот такая информация, Анастасия. Юля, спасибо. Ну что ж, будем наслаждаться последними теплыми летними днями. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Юлия Великодная. Теперь к последним данным оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусу. Еще 58 человек в регионе заболели COVID-19. 43 новых случая в Якутске, 5 в Сунтарском, по 3 в Намском и Мирнинском районах, 2 в Нерюнгринском, по 1 в Ленском и Хангаласском районах. Напомню, что сегодня открываются кафе и рестораны. О том, какие требования они должны соблюдать, пояснила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина во время брифинга по эпидситуации в республике. Открытие и работа допускается наших точек общепита только при 50% загрузке самого зала. Расстояние между столами для того, чтобы не допускать распространения инфекции, не менее 2 метров. И, соответственно, сегодня я говорю это для всех, общепит у нас закрыт для проведения коллективных мероприятий. Безусловно, мы надеемся, что именно соблюдение вот этих требований при возвращении в нормальную жизнь не дать повышения заболевания как такового в целом. И, соответственно, даст определенные правила поведения и культуру, новые правила поведения, в том числе и в общепите как таковом.
Как обезопасить права сотрудников и работодателей в условиях дистанционных форм работы? Этот вопрос в онлайн-режиме обсудили во время круглого стола на площадке Министерства труда и социального развития Якутии. Правовое регулирование в этой сфере сейчас одна из приоритетных задач Законодательного собрания России. Это отметила во время встречи депутат Госдумы Галина Данчикова. Пандемия коронавируса, во время которой почти 30 тысяч якутян перешли на удаленную форму работы, выявила ряд проблем. Это и нюансы оплаты труда, компенсационные начисления, взаимодействие между работодателем и работником. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс в части регулирования дистанционной и удаленной работы уже принят в первом чтении Госдумы. Создана рабочая группа для формирования необходимых поправок, причем новые нормативы, над которыми сейчас ведется работа, важны не только в период пандемии. Сегодня обсуждалось, как это регулировать с точки зрения того, что, допустим, вы находитесь в режиме удаленки, временной или постоянной дистанционки. Как регулировать отношения отдыха, нахождения на месте на рабочем, заработная плата, использование вашей техники, то есть вашего личного компьютера, использование программных продуктов. Кто это должен компенсировать, как, что это законодатель должен все прописать, чтобы мы не попали в трудовые споры между работодателем и работником. Да даже сам факт, что вы сегодня находитесь, допустим, находились в режиме дистанционки, удаленки, дистанционной занятости находились, и вам в любой момент приходили смски, были звонки от работодателя, и в принципе это должно быть все урегулировано. Это должны быть определенные правила, которые должны соблюдать все, и работник, и работодатель. Как вы будете регулировать то, что, допустим, вы куда-то ушли, вам позвонили, вас нет, вам уменьшили заработную плату. То есть эти вопросы, они должны быть. То есть в жизни это сегодня появилось. И это надо, конечно, чтобы все было законодательно определено. За первое полугодие в алмазной столице получили гражданство 285 иностранных лиц. Одни приезжают на заработки, другие погостить к родственникам. И часть приезжих принимают решение остаться здесь. Если не навсегда, то надолго. Почему сегодня люди едут жить в алмазный регион из далеких теплых стран и чем так манит север, узнавала Анна Брянская. Улыбчивые близняшки приехали жить в алмазную столицу 6 лет назад. Точнее, родители в 2014-м увезли девочек от войны. Именно тогда в украинской Горловке развернулись боевые действия. Близняшки и подумать не могли, что не на определенный срок их домом станет крайний север. Нам очень помогли наши родственники, которые живут здесь. Они обеспечили нас не только жильем, мы жили у них, но и помогли с учебой, обучением в МРТК, а родители помогли с работой. Сейчас родную Горловку сестры вспоминают только по фотографиям. В Мирном девушки получили образование и работу. Считают, север затягивает. Каждый год мы думаем, если там ситуация улучшается, то мы тогда можем приехать, но, скорее всего, не жить, а просто в гости. Потому что все-таки нам в Мирном нравится. Здесь очень уютно и здесь очень спокойно. С уютом и спокойствием алмазной столицы Сергей Кузнецов познакомился, будучи совсем крохой. Родители приехали из Бурятии зарабатывать. Тогда, в 70-х, север считали золотой жилой, работникам не то что достойную зарплату платили, но и выделяли жилье. А на море северяне ездили чаще, чем жители средней полосы. Будучи взрослым, Сергей пытался сменить ПМЖ. Уехать с супругой в Воронеж хватило на 3 года. Во-первых, мы не нашли там таких друзей, как и я, остались здесь. Сердце все равно сюда рвалось каждый раз. Приехали к нам родители в отпуск, посмотрели на нас, и вечером на ужине нам просто на стол положили билеты и сказали: давайте-ка, дети, назад домой. Сергей ни разу не пожалел о возвращении в Мирный. Север подарил мужчине стабильную работу, любимую супругу, детей и уютное гнездышко. А вот Музафар Талонов приехал из Киргизии покорять север своими кулинарными талантами. Возле этого окошка всегда очередь. Многие считают его шаурму самой вкусной в городе. На вопрос, почему Мирный, шеф-повар улыбается. Здесь можно достойно зарабатывать и полноценно обеспечить семью. Я сюда приехал сразу с семьей, дети здесь. И я работаю, и жена работает. Нравится. И если количество прибывающих на север россиян отследить не так просто, то за иностранцами следят в отделе миграции. Специалисты пришли к выводу, поток людей из-за рубежа снизился. В 2015 году за 6 месяцев в Мирный приехало почти 3500 человек. 100 получили гражданство и остались. А в 2020 за этот же период прибыло чуть больше 2000.
С 1 ноября 2019 года при наличии несовершеннолетних детей, либо родителей, состоящих в гражданстве Российской Федерации и имеющих постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, иностранный гражданин имеет право оформить вид на жительство, то есть минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание. Причин переехать на север, как оказалось, много. Кто-то едет зарабатывать, кто-то нашел здесь убежище, а кто-то обрел любовь. Но у всех наших героев в конце беседы были одни и те же слова. Люди здесь добрые, завораживающая природа. Приехав сюда однажды, влюбляешься в север навсегда. Коллектив Алмазного края подтверждает. Анна Брянская, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Продолжается модернизация республиканского онкологического диспансера. В прошлом году медучреждение получило современное высокотехнологичное оборудование на 158 миллионов рублей. Подробности в сюжете Агафьи Гоголевой. Использование нового медицинского оборудования стало возможным благодаря национальному проекту здравоохранения «Борьба с онкологическими заболеваниями». В этом году онкодиспансер также получит магнитно-резонансный томограф, роботизированную патологоанатомическую установку и электрохирургические комплексы. В рамках реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» мы стали переоснащаться. Переоснащаться стал онкологический диспансер. В прошлом году это оперблок, реанимация и лабораторная служба. В этом году идет дальнейшее переоснащение. Очень хорошее оборудование получили, где-то даже уникальное оборудование, которое необходимо для оказания лечебной помощи и для диагностики онкологической патологии. Святая святых онкодиспансера – это операционный блок, который состоит из 6 операционных. Каждый зал оснащен уникальным инновационным оборудованием, например, современными аппаратами, которые облегчают проведение наркоза пациенту, вследствие чего пациент быстрее возвращается к нормальной жизни. Благодаря этому оборудованию мы сейчас выполняем современные высокотехнологичные операции, помогаем той категории пациентов сейчас, которым раньше не могли помочь. Это тяжелые пациенты с большими опухолями, в тяжелом состоянии, ослабленные пациенты. Сейчас мы можем их лечить и довольно-таки успешно. Также мы сейчас ведем такой упор на малоинвазивную хирургию, то есть операции без разрезов, благодаря чему эти пациенты гораздо быстрее выздоравливают и возвращаются в нормальную обычную жизнь. Вся медицинская техника произведена в Германии и США. Отметим, что некоторых аппаратов нет даже в крупных медицинских центрах России. Ранее перенимать опыт якутских коллег приезжали медики из других регионов. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. В приоритете у россиян, конечно, Турция. К чему стоит быть готовым тем, кто собрался в заграничное путешествие, и есть ли разница между курортом заморским и местным, знает Айсена Бурнашова. Турция всегда была излюбленным местом отдыха россиян, поэтому возобновление заграничных полетов многие восприняли как маркер прежней жизни. По данным Ассоциации туроператоров, пакеты в Турцию уже забронировали десятки тысяч россиян. Даже учитывая то, что в страну пахлавы и рахат-лукума можно улететь только из Москвы, Петербурга или Ростова-на-Дону. Турция открывается условно в 2 этапа. С 1 августа это Стамбул и Анкара, а с 10 августа это основные туристические аэропорты, основные курорты, Анталия и так далее. Главное требование – быть здоровым, иначе изоляции не избежать. По прилету в Турцию прямо в аэропорту всех туристов проверяют на наличие симптомов COVID-19. И если, к примеру, термометрия выявит у одного из пассажиров высокую температуру, то на карантин направят и его, и тех, кто сидел в самолете рядом с ним. Размещение в обсерваторе, как правило, платное. Страна не берет на себя эти расходы, поэтому мы настоятельно рекомендуем туристам брать расширенный пакет страховки. На наш взгляд, лучше на этом не экономить и подстраховаться, потому что размещение в обсерваторе, по разным данным, от 50 до 100 евро в сутки. И 2 недели – это в любом случае это серьезные расходы. Отправляясь за рубеж, нужно быть готовым к новым требованиям. Проверка на симптомы коронавируса ждет туристов и после отдыха. По возвращению в Россию всем пассажирам необходимо заполнить специальную форму на сайте госуслуг и в течение 3 дней сдать ПЦР-тест.
Следует отметить, что увеличение спроса на зарубежный туризм никак не повлияло на интерес к внутреннему. Тем более, как отмечают сами отдыхающие, разницы между курортом турецким и, к примеру, местным сочинским практически никакой. То же самое Черное море. И здесь очень хорошо отдыхается. Очень, вот нам понравилось. Вот где мы были, очень там хороший сервис, чисто, аккуратно, толкотни никакой, спокойно, такая красивая природа, так хорошо кормят. И для детей есть развлечения. Очень хорошо, у нас тоже можно отдыхать. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Иван Черков. Москва, Сочи. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.